и они забирают у вас. Эти дети наказание для родителей. Дети могут стать гордостью для родителей, дети могут стать наказанием для родителей. И каждый человек, что сеет, то и собирает. Поэтому теперь внимание. Куда ты вкладываешь, значит, свое время, оттуда ты получаешь награду. Куда ты вкладываешь свое время, оттуда получаешь отдачу. Теперь, если я свое время трачу каждый день 1 час английский язык изучаю, со временем научусь его? Со временем я могу это знание продавать и заработать. Либо преподавателем английского языка стать, либо переводчиком стать, либо кем-то-нибудь иностранным компаниям работать. Правильно? А если я каждый день 1 час свое время трачу, например, изучая бухгалтерию, когда-нибудь это мне окупается, за это знание когда-нибудь я деньги получу? Получу. Кто начал меня понимать? А теперь, если человек 5 лет работает водителем, станет хорошим водителем. Если человек 10 лет делает строительные, монтажные работы, он станет хорошим строителем. Все зависит от времени. А если человек каждый день по 2 часа телевизор смотрит, кем станет? Кем он станет? Он, соответственно, он знает всех звезды, кто на кого замуж выходит, кто кого там... Все слухи, да, что творится там. Вот. То есть получается, что человек, кто он есть, это есть продукт, куда он вложил свое время. Вот это секрет очень важно. Богатые мыслят категориями. Время и деньги. Основа успеха во времени. Просто правильно управляй время, потихоньку деньги появятся точно. Вначале не будут немного. Это как дерево. Как дерево. Сначала сажаешь с маленькой семечкой, она не даст ничего. Ну, незаметно, так-то смешно. Как это такое, такое. И это вообще не видно, да, почти. Потом какой-то маленький, это, да, отросток. Потом со временем, как типа это чуть больше, так, вообще не похож на дерево. Если кому-то, пессимисту говорит, что когда-нибудь это дерево даст мне, вот большой станет, даст мне плоды, он говорит, ты что, ненормальный? То есть у людей не хватает терпения видеть, как время превращается в богатство. Время, внимание, время позволяет деньги расти. Кто понял? Время позволяет деньги что? Да, это так. Вот эта формула, она очень богатая формула, очень богатая. Его надо хорошо усваивать. Богатые мысли категориями время и деньги. Снова повторю, если вы начали, у вас пойдет выбор между деньги и время, что надо выбрать? Время. Выберите время. Лучше платите деньги. А почему? Потому что деньги вы восстановите. А вы не можете один день своей жизни хоть $1 миллион отдать, восстановить. Вы можете $1 миллион отдать, вчерашний день вернуть. Это невозможно. Но деньги можно вернуть. Можно зарабатывать их. Вот она, секрет в чем заключается. Поэтому успешные люди это понимают. Они процветают. Дальше пойдем. Бедные мысли категориями можно разбогатеть путем накопления. Накопление денег. Так делали наши родители. Все наши родители под этой формулой жили. У них был такой подход. Накопить, накопить, что-то купить. Накопить, накопить, что-то купить. Это даже до 95-х годах такая формула, слушай, до 90-х годах. Наши родители что делали? Копили, копили, одного замуж отдали. Копили, копили, второго женили. Копили, копили, машину купили. Накопили, накопили, дом ремонт делали. Согласны? Кто из вас заметил, что до сих пор наши родственники, родные и близкие, большинство так живут? Под этой формулой они копят, копят и так и живут. Это мышление бедного человека. Возможно, в прошлом веке это был колоссальный этот выход, но сейчас уже нет. Путем накопления нереально. Например, в 90-х годах квартира сколько стоит в вашем городе? Здесь сколько стоит двухкомнатная квартира? Сколько? В 90-х годах? $500, 300. Одна комната, 1500 была. Вы рассказываете про 2000-х годах. Нет. Я в 90-х годах спрашиваю. $300. $400, $500 была квартира. Я тогда вспомню. $700, $800 у нас были квартиры такие.
Вот понимаете, вот смотрите, вот в 90-х годах так было. 3 миллиона рублей. Ну, она же как раз потом все поменялось на этих было. На одного, от 1000 на одного или что-то такое произошло. Мы вспомнили, $500, $600 был, потом стал $1000, $2000 и так. Я о чем хочу сказать. Представьте, если человек мыслит категориями накопления. Скажем, квартира $500, а у него есть $100. Пока он 500 накопил, квартира стала 3000. Разве не так? Пока он 3000 накопил, квартира стала 10 000. Пока он 10 накопил, квартира 50. У многих так. У многих произошла такая картина. Они просто не успевают. Поэтому бедные мысли категориями накопления. Однажды один парень мне сказал: Давлат, ваша формула не работает. Я говорю: какой? И он говорит: вы говорите, что 10% откладываете. Я говорю: ну да, 10% надо откладывать. И он мне говорит: а вы знаете, меня всего лишь 22 года. Если я заработаю $300, если я по 10% откладываю, это будет всего $30. Я говорю: да. А вы знаете, сколько лет мне надо накопить, чтобы купить квартиру? Я почитал под эту формулу. Где-то было 140 чем-то лет. Я сказал: поздравляю, спустя 140 чем-то лет женишься. Это было что-то. Весь зал от смеха чуть-чуть не упал. Потому что это неправильная формула. Когда людям говоришь, что начинай откладывать, они так думают, начинают подсчитать себе по 30, по $50. А в основном же средний наш народ $300, $500 зарабатывает. Потом думают, по 10% это $50, в год $600. О, это сколько лет надо? Представьте, а квартира у нас сколько стоит? 70 тысяч, 50 тысяч, по $600. Это больше 100 лет. Он думает: нереально, не работает формула Давлатова. Правильно? Так думает человек, потому что он мыслит категориями накопления. Накопить, накопить, купить. Смотрите, что делают богатые. Дай мне почему. Богатые мыслят категориями. Можно разбогатеть намного легче и быстрее путем умножения и размножения. То есть геометрическим путем. Поэтому они терпят, ждут, сохраняют и откладывают. Суть заключается в том, что приумножать свой капитал, а не просто ждать. Деньги должны работать. Ребята, видите девальвация, что происходит? Деньги должны работать. Если деньги не будут работать, они превращаются в бумаги. Надо стараться, чтобы они работали. Каким-то образом они должны работать. Чем больше они работают, тем быстрее мы поднимаемся. Назовите мне одну способность. Назовите одну способность. Или один талант. Или хотя бы одну навык, который, если вы его приобретаете, это изменит вашу жизнь. Навсегда. Сохранить деньги. Это будет что? Умение говорить на английском? Это будет умение водить машину? Это будет умение плавать? Это единственный навык, который влияет во все параметры вашей жизни, это управлять деньгами. Если ты умеешь управлять деньгами, все появится. Странно, да? Точка прорыва жизни, я бы сказал это так. Единственный навык, который действительно влияет во все параметры жизни человека, это умение управлять деньгами. Научись управлять деньгами, у тебя все получится. Еще как получится. Ой-ой, странно, но это так. А теперь самое интересное. Люди все делают, кроме как раз это. И в нашем мире всему учат только кроме этого. Все обучает, кроме этого. Потому что этого только учат умные люди. Они об этом не афишируют. Они об этом не говорят. Да, они об этом не говорят. А на самом деле, по большому счету, это тот навык, который тебе больше всего помогает в жизни. Больше всего помогает. Правда? Не знаешь английский язык, нанимаешь переводчика. Не умеешь вести бухгалтерию, нанимаешь бухгалтера.
Тебе нравится, чтобы дома был красивый, не умеешь ремонт делать, нанимаешь строителя, будет делать ремонт.